В этом году в республике напечатают книгу Шихабуддина Марджани, а в Духовном управлении Татарстана планируют открыть свой юридический отдел. Туда мусульмане смогут обратиться за бесплатной юридической помощью. Об этом рассказал исполняющий обязанности муфтия Камиль Хазрат Самигуллин. В эти выходные он приезжал в Челны. На встрече с имамами кандидат на пост муфтия рассказал о своей программе и ответил на вопросы. Камиль Хазрат Самигуллин – один из 3 кандидатов на место муфтия. В его программу входит улучшение международных отношений и развитие просвещения. Также есть уже разработанные социальные проекты. Например, в ближайшее время в Казани должны открыть интернат для сирот и инвалидов республики. Есть намерение, мы надеемся, что он будет для детей-инвалидов. Но сейчас идет работа по строительству большого комплекса для незрячих. Эта работа уже велась при мечети Сулейман. Ильдар Хазрат Баязитов, он в нашей команде при Духовном управлении. Челнинцы, в свою очередь, хотят, чтобы программы включили и проблемы нашего города. Особенно волнует вопрос строительства мечети Джамик. По площади она должна быть даже больше знаменитого Кул-Шарифа. Праздничные намазы одновременно смогут прочитать около 15 тысяч человек. Но в этом году из-за универсиады строительство, начатое еще в 2009 году, приостановили. То, что переводят там пожилые люди, пенсионеры, со стороны нескольких предприятий, правда, была небольшая оказана помощь. Мечеть очень нужна для нашего города. Это являлась бы символикой нашего города, и были бы мы все челнинцы были бы счастливы, да, мусульмане и не мусульмане. Это было бы и красиво, и воспитательно. Чтобы исполняющий обязанности муфтия не забывал о строительстве, ему вручили календарь с проектом мечети. В ходе встречи Камиль Самигуллин пригласил имамов принять участие в международном обучении. Для этого летом в Казань на 2 недели приедут ученые из Марокко и ЮАР. Будет ли Камиль Хазрат муфтием, станет известно на съезде мусульман, который состоится 17 апреля. Константин Величко, Гузель Шигапова, Ильнас Тимирбаев для программы «Новости».